Доброе утро всем, кто встречает это утро вместе с нами. Сегодня 18 июля, день недели четверг. Распоряжением главы города Якутска Сарданы Авксентьевой в городе Якутске объявлен день траура по гибели 7 человек на реке Лена. Поэтому наша съемочная группа и наша программа присоединяется ко всем словам соболезнования в адрес родных и близких погибших. Как начинать утро? Наверное, свежие фрукты и ягоды – это идеальная пища для хорошего начала дня. Именно утром фрукты усваиваются лучше всего, очищая организм от токсинов и повышая настроение. Кстати, специально для осени создают буквально 6 основных продуктов, которые не позволят грустить. Лучше их употреблять сейчас. Это сухофрукты, орехи, свежие овощи, свежевыжатые соки и молоко, молочные продукты, все, что с этим связано. Это будет способствовать вашему сохранению иммунитета к осеннему периоду. Сейчас хочется поговорить немножко о погоде, какая она будет стоять в городе Якутске и в близлежащих районах. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах утром температура воздуха плюс 12, плюс 18, днем плюс 21. В Заречье плюс 15, плюс 18, днем плюс 17, плюс 28. На юге республики от плюс 1 до плюс 9 утром было. Днем плюс 24, плюс 26. В Вилюйских улусах плюс 11, плюс 14. Днем плюс 17, плюс 20. В Нижнеленских улусах плюс 9, плюс 14. Днем плюс 13, плюс 18. На западе республики плюс 11, плюс 18 утром, днем 21, 16. В Колымо-Индигирских улусах плюс 2, плюс 12 утром, днем плюс 6, плюс 11. В Янских улусах плюс 3, плюс 5 утром, днем плюс 3, плюс 9. На северо-западе от плюс 3 до плюс 8 утром, днем плюс 5, плюс 10. В Якутске в 6 утра температура воздуха составляет плюс 15 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Ветер дует северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем ожидается небольшое похолодание по сравнению со вчерашним днем. Плюс 19, плюс 21 градус. Сейчас хочется передать слово информационной службе нашего канала «Новости». В эфире новости. В студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. Сегодня в Якутске день траура по погибшим в результате трагедии, произошедшей 15 июля в районе острова Пономарева на реке Лени. В официальном сообщении окружной администрации говорится следующее. В этот день на территории городского округа город Якутск будут приспущены государственные флаги России и Республики Саха-Якутия. Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач и проведения торжественных мероприятий. К другим темам. Госдума ограничит сроки дачной амнистии. Комитет Госдумы намерен урезать срок очередной дачной амнистии не до 1 марта 2022 года, как предполагалось ранее, а до 1 марта 2021 года. Это решение было названо компромиссным, поскольку такой срок считается достаточным, чтобы граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость. Кроме того, комитет рекомендовал сделать бессрочной норму о возможности регионам устанавливать предельные максимальные цены кадастровых работ. Первый этап диспансеризации прошли 44% якутян. В него включены профилактический медицинский осмотр, скрининг на выявление онкологических заболеваний, общий анализ крови, краткое профилактическое консультирование и осмотр врачом-терапевтом. И если на первом же этапе будут выявлены показания для углубленного осмотра, то гражданину предложат пройти второй этап диспансеризации. На нем будет уточнен диагноз заболевания с осмотром и консультацией узких специалистов. К слову, второй этап диспансеризации уже исполнен на 33%. Всего же диспансеризацию в республике должны пройти около 600 тысяч человек. Это 100% взрослого населения. Она будет проводиться во всех медицинских учреждениях республики.
В Якутии начнется обучение цифровым навыкам по персональным сертификатам. В Москве объявили о регионах-победителях в конкурсе на их предоставление. Цифровая экономика сегодня – это прямая возможность преодолеть территориальные и географические ограничения. Поэтому было так важно войти в состав первых регионов федерального проекта. Благодаря ему обучение в области IT смогут пройти более 1000 специалистов, рассказал председатель правительства Якутии Владимир Солодов. Сертификатом сможет воспользоваться любой желающий для обучения в очном, онлайн или смешанном форматах. 20 учебных заведений региона будут реализовывать более 50 образовательных программ, по большей части совместно с IT-предприятиями. С 19 июля на базе Якутской городской гимназии начнет работу летняя школа живописи известного молодого художника Семена Луканси. Живописец научит основам художественного мастерства, различным техникам и приемам живописи. По окончании курсов ученики смогут писать натюрморты и рисовать портреты. Кроме того, художник организует выездные занятия на природе. Осенью все работы представят на итоговой выставке. К слову, школа Луканси работает 4-й год. За это время живописи отучилось более 200 человек разных возрастов. Многие ученики, которые впервые взяли в руки кисточки и краски, они очень боятся вообще краски, поэтому вот изначально первое задание – это копия, и сразу мы без карандаша, без ничего начинаем с красками. Это для того, чтобы у них этот барьер снять, чтобы они не боялись. Я сразу, так скажем, на экстремальных условиях, начинаем с экстремальных условий, и сразу они начинают с красок, чтобы они уже больше не боялись, раскрепостились в плане живописи. Таковы были новости к этому часу. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Спасибо большое, коллеги. Мы продолжаем наш эфир. 27 июля в республике состоится долгожданное событие. Это открытие регулярного пассажирского сообщения со станции Нижний Бестях с остальной частью страны. Поезда отправятся в различные направления. В какие, сколько стоит будет билеты на поезд и вообще как будет осуществляться движение, мы поговорим с гостем. Это Василий Михайлов, заместитель руководителя департамента водного железнодорожного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Доброе утро, Василий. Доброе утро. Ну, наверное, первый вопрос будет связан с вот этой исторической датой. Сколько лет мы ждали, во-первых, открытия пассажирского сообщения и куда отправятся поезда? Реализация данного проекта пускового комплекса Томмот Нижний Бестях реализуется с 2005 года в соответствии с постановлением Российской Федерации номером 242 от 15 мая 2004 года. И ровно через 15 лет вот мы на следующей неделе 27 июля в субботу открываем ввод постоянной эксплуатации и регулярное пассажирское движение с 29 июля. 27 июля это символический поезд, прибытие символического поезда с ветеранами, почетными гостями, строителями. Поезд будет отправляться со станции Алдан. Прибытие поезда 13:00 местного времени 27 июля. Поезд будет встречать официальная делегация. Если программу мероприятия кратко рассказать, вот, как я вам говорил, 13:00 прибытие, после прибытия экскурсия по ЖД вокзалу, почетным гостям, ветеранам, после того затем торжественное открытие митинга, пуск пассажирское движение и концертная программа. Будет концертная программа в программе легендарная группа «Виа Самарцветы», подарки, розыгрыши. Ну, в общем, скучно не будет. Хорошее мероприятие ожидается. Направление, куда отправляются поезда? Направление то есть с 29 числа будет регулярное пассажирское движение по нечетным числам. Это получается 29-го. 31-го мы пропускаем, потому что переходящий месяц с 1-го, 3-го, 5-го и 7-го так дальше будет курсировать поезд по направлению до Нерюнгри, это беспересадочный вагон, а также с 15 августа мы сейчас работаем
проводится работа беспересадочного вагона. С 15 августа планируется беспересадочный вагон по направлениям Хабаровск, Благовещенск и Москва. Сколько стоить будут билеты и какие типы вагонов будут? Ориентировочная стоимость билета вот на сегодняшний день берем, например, ближайшую станцию Алдан. Там общий вагон будет 660 рублей, плацкартный вагон 1100 рублей, купейный вагон 1700 рублей до Алдана. До Нерюнгри общий вагон будет 900 рублей, плацкартный вагон 1500 рублей, купейный 2400 рублей. А вот дальние, центральные города, вот город Москва, стоимость билета на плацкарт 7700, на купе 12900 рублей. А также Хабаровск, Благовещенск, то же самое, цены будут, например, у Хабаровска плацкартный вагон, стоимость будет 3400, купе 5700, а Благовещенск 2800 и 3400, соответственно, по вагону. Вот, а сколько времени займет вот путь, допустим, из Нижнего Бестяха, в Алдан, в Нерюнгри, вот такие популярные маршруты? Да, путь следования, ход пассажирского поезда до Алдана будет 12 часов, до Нерюнгри 18 часов, до Благовещенска 2 суток, до Хабаровска 2,5 суток, до Москвы около 7 суток. Путь следования. А какие еще услуги будут предоставляться непосредственно в вагоне? Услуги будут представляться, там отдельно будет вагон-ресторан, уже за отдельную оплату пассажир может позавтракать, поужинать, пообедать в вагоне-ресторане. И будет отдельная стоимость, ориентировочно где-то 140 рублей будет постельное белье. Это плюсом будет билета. Вот билет покупаете, и плюсом там уже с проводника приобретается постельное белье на вагоны. Вот много написано про мультимодальные тарифы, которые будут составлять и перевозку на речным транспортом, и доезд до станции Нижний Бестях. Что это за тариф и как им воспользоваться? Да, мы проводим работу, чтобы людям комфортно было, приезжающим на станцию Нижний Бестях, делаем мультимодальную перевозку. Это получается ЖД-транспорт, водный транспорт, то есть ЖД-транспорт, автотранспорт и водный транспорт. Это летний период времени года, а зимние годы периода это ЖД и через ледовую переправу автотранспорт. Это получается, пассажир покупает единый билет, где в кассах железнодорожного вокзала, в сайте Российской железной дороги и Федеральной пассажирской компании. Там будет дополнительная опция при приобретении билета на поезд, будет вот эти составляющие, как авто, как водный транспорт. Это мы мультимодальную перевозку делаем. Ну вот за сколько времени ориентировочно необходимо, допустим, пассажиру из Якутска выехать до отправления поезда? И во сколько, кстати, он будет отправляться? Поезд будет отправляться 10 часов утра со станции Нижний Бестях. Прибытие поезда 6 часов утра, 6 часов прибывает и через 4 часа отправляется в сторону юга, 10 часов. Да? Время пассажира до станции Нижний Бестях, возьмем с речного порта города Якутска на скоростных катерах «Марлин». «Марлин» переправляется от берега Якутска до берега Нижнего Бестяха 25 минут. Вот 25 минут, плюс там будет стоять автобус, который уже ждет пассажиров на ЖД, на станцию, чтобы перевозить до железнодорожной станции Нижний Бестях. Где-то с берега до ЖД станции Нижний Бестях на автобусе минут 15, минут 18. Вот тогда получается где-то, возьмем запасом час, 40 минут, час. Пассажир до станции Нижний Бестях может. С какой даты можно будет купить билеты в кассах и на сайте? Билеты можно будет приобрести после того, как мы сегодня проводим вновь построенные железнодорожные станции, разъезды на общую сеть присвоения кода станций. Это вновь построенные Нижний Бестях, Арсалода, Кердем. Они сейчас входят в единую сеть Российской железной дороги. Как внесение будет исполнено, нам докладывают до 26 июля вот это все, корректировка программного обеспечения на
Этран и АСУ Экспресс. После того 26 числа можно будет приобрести билеты на сайтах Российской железной дороги, сайте Федеральной пассажирской компании и в кассе Авиа ЖД в городе Якутске, а также железнодорожных вокзалов, в кассах можно будет приобретать билеты. Ну, наверное, в завершении последний вопрос. Я так понимаю, что пассажиры смогут подсесть на любой станции по движению поезда. Пассажиры, да, где предусмотрены рядом населенные пункты, вот Рассолода, вот пассажиры с Рассолода может выйти на станцию Рассолода и на перроне подождать поезд, который отправляется вот 10 часов со станции в Нижних Местях, через 45 минут он на Рассолоде прибывает, вот уже 10:45 поезд прибудет и посадка пассажира на Рассолоде можно. Населенный пункт возле Улу станция у нас в Кыргылях есть, на Кыргылях и посадка будет. Станция Верхняя Амга, где тоже у нас есть там Верхняя Амга, маленькое село Амга, Верхняя Амга, вот люди тоже в Амге будут посадку производить. Вот. Спасибо большое, Василий, что подошли к нам сегодня и рассказали такие хорошие новости для якутян. Спасибо. Мы продолжаем. В Якутии на 15 июля зарегистрировано 174 случая укуса клещами людей. И с каждым годом количество растет. В том числе это 9 завозных из других регионов России. В Ленском районе зарегистрировано 68 случаев, в Алданском 24 и замыкает тройку неблагополучных районов, в данном случае город Якутск, с 20 укусами. По всем укусам необходимые профилактические мероприятия проведены. Важно отметить, что заболеваемость клещевым энцефалитом, боррелиозом и геморрагической лихорадкой не выявлено. Но по результатам исследования выявлено 22 клеща, положительных на вирус клещевого энцефалита. Как защититься себя от укуса клеща, расскажет наш следующий сюжет. Клещевой вирусный энцефалит – очень серьезное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Инкубационный период длится 10-14 дней. Симптомы болезни – озноб, сильная головная боль, резкий подъем температуры, тошнота и беспокоят мышечные боли. Как защититься от клещей? Носите закрытую одежду. Следует заправлять свитер или рубашку в брюки, а брюки в носки. Манжетные рукава должны быть облегающими. На ногах должны быть резиновые сапоги или другая закрытая обувь. Также защитить себя от паразитов помогут различные средства. Препараты разделяют на 3 группы. Акарицидные уничтожают паразитов, репеллентные отпугивают насекомых, комбинированные убивают и отталкивают паразитов. Очень важно знать, как оказать первую помощь пострадавшему от укуса клеща. Сам укус заметить очень сложно, так как клещ впрыскивает слюну, которая содержит обезболивающее. Как только вы заметили насекомого, нужно немедленно его достать, используя пинцет или специальные приспособления. Если рядом нет приборов, то можно использовать подручные предметы, например, нитку. В том случае, если вы неправильно извлекали насекомого, может оторваться голова и остаться внутри. Тогда нужно смочить кусочек ваты в спирте, протереть место укуса, затем взять иголку, обеззаразить ее и вытянуть головку насекомого как занозу. Вытянув паразита, нужно поместить его в герметичную емкость, например, пузырек от какого-нибудь лекарства или полиэтиленовый пакет. Нужно обязательно заполнить этикетку, написав на ней полное имя, номер телефона, дату, время и место обнаружения клеща. После этого следует немедленно обратиться в лабораторию, чтобы проверить насекомое на наличие инфекции. Приятного отдыха! Бывало ли у вас такое, когда вы клали свою, допустим, 50-рублевую банкноту в карман, потом кидали эти штаны в стирку, там все стиралось и купюры рвались? Ну или просто, допустим, в магазине вам давали порванные деньги. Как быть и поступать с такими деньгами, расскажет корреспондент в следующем сюжете. Если вы ее случайно постирали, либо надорвали, либо оторвался маленький кусочек, такую банкноту у вас должны принять во все виды платежей. В магазинах, за оплату за коммунальные услуги, но везде. Если же повреждения имеют более значительный характер, это у нас уже утрата большей части банкноты, да? Либо она обожжена, либо она подвержена была воздействию кислоты, либо каких-то других агрессивных сред, да? У нас банкнота, бумага становится ломкой, что ее может привести в неплатежеспособное состояние. Поэтому такие банкноты обмениваются только в коммерческих банках. У нас часто на банкнотах пишут, ставят штампы, дыроколом делают дырки, режут канцелярскими ножами, вырезают, приклеивают. Поэтому такие банкноты, конечно же, они изымаются из оборота, и потом они уничтожаются.
Такие банкноты у вас должны принять везде, во всех видах платежей. Но такая банкнота потом, когда поступает в банк, она уже, конечно, потом не выйдет в оборот. 55% точно – это платежеспособная банкнота. Меньше – это уже не платежка. Потом есть такие нюансы, например, банкноту порвали или несколько банкнот порвали. Тогда надо очень внимательно склеить фрагменты и такую банкноту отнести в кредитную организацию для обмена. Монета тоже подвержена механическим воздействиям. Там у нас уже идет по весу монеты. Отсутствие 0,25% от веса приводит в неплатежеспособное состояние монету. И, конечно же, мы должны видеть обязательно на аверсе и реверсе изображения и принадлежность к Банку России определить. Банк России есть такое понятие, как льготный обмен для населения. Да? Это граждане Российской Федерации, которые пострадали от действия огня. Это вот у них сгорел дом, например, да? Или произошло возгорание в квартире. И сгорели деньги. Главное, чтобы была справка со службы пожарной безопасности, МЧС, да, что произошло возгорание по такому-то адресу и пострадали деньги. Самое главное – сохранить вот там, если они были в коробочке, если они были в целлофане. Ни в коем случае не трогать, не пытаться самим что-либо сделать. Аккуратно проложить чуть ли не поролоном, потому что это ваши деньги, да, надо как бы трепетно относиться вообще к деньгам, а к своим тем более. Поэтому отнесли в коробочке, в условной оценке 1 рубль сдали. Не бойтесь, что вас там обманут или ваши деньги потеряются. Нет, ведется очень строжайший учет. И обмениваются абсолютно все деньги. Мы продолжаем наш эфир. В эти выходные в спорткомплексе 50 лет Победы состоится весьма интересное спортивное событие. Что это будет, узнаем от наших гостей. Это Иван Охлопков, президент Федерации профессионального панкратиона МФП по Республике Саха-Якутия. И также профессиональные бойцы клуба Саха-Рестлинг ММА Узаир Абдураков и Григорий Барашков. Доброе утро. Ну, Иван, наверное, первый вопрос к тебе. Да? Что состоится в эти выходные в 50 лет Победы? Доброе утро, дорогие зрители. 20 июля во Дворце спорта 50 лет Победы в 6 часов вечера состоится турнир по профессиональному панкратиону МФП, посвященный светлой памяти наших братьев, которых сейчас с нами нету. Это память Алексея Никифорова и Игоря Сивцева. Оба были мастерами спорта по национальной борьбе Хапсага и чемпионами республики и Дальнего Востока по смешанным боям. Будет турнир интересный. Вот ребята будут драться. Узаир будет драться в главном бою вечера, а Григорий будет драться в главном бою вечера. Во сколько начало? 18:00. Билеты можно ли будет купить где-то? Да, билеты стоят как бы символически, они стоят всего по 300 рублей. В Инстаграме все есть, и на кассе Дворца спорта 50 лет Победы продаются билеты. Узаир, как настраиваешься на бой, с кем придется держать бой? На бой настроен на все 100%. Проходил сборы в Дагестане, в зале Universal Fighters в горах. Соперник у меня с Узбекистана очень крепкий. Ну, как бы заряжен. Как вообще проходят тренировки у бойцов? Обычно проходят сборы 2 раза в день, утром, вечером, 6 дней в неделю и 1 день отдых. А последнюю неделю уже как бы налегке тренировки идут. Что входит в понятие тренировка у бойцов? Понятие тренировка? Да, вот чем вы занимаетесь там? Ну, это наша работа, наш хлеб. Ну, я имею в виду, бегаете, там, я не знаю, прыгаете. И бегаем, и прыгаем, и отжимаемся. Это же смешанные единоборства. Как бы все подряд делаем. Ты сказал, что ты в горах проходил, да? Да. Дагестан сбор. Там, я так понимаю, что условия совершенно иные. Да, как-то это... там кислород, как бы, кислорода поменьше, как бы в горах. За счет этого и объем набирается. Сколько у тебя уже боев в профессиональной карьере? 10 боев. Сколько побед? Сколько? 10 боев, 10 побед. С какой уже у тебя личный рекорд? 10-0. То есть это один из самых высоких, я так понимаю, Ну, не один из самых высоких, но это нормально. для наших бойцов. Да, для наших бойцов это очень даже хорошо. Я так считаю. Григорий, с кем мы тебя увидим в спарринге? Здравствуйте. Я буду драться с Вадимом Рязановым, представителем Хабаровска.
То есть соперник является базовым ударником, кикбоксером. Ну и соответствующая подготовка идет с упором на это, ну, с учетом этого, то есть. Удавалось ли тебе встречаться с ним еще до встречи вот на ринге? Нет, я лично с ним не встречался. Встречался с его братом во время тренировок в Хабаровске в прошлом году. Ну, во время подготовки, когда участвовал в Благовещенске. А так непосредственно им лично не встречался. Знакома ли тактика этого уже бойца? Изучал ли ты его бои? Ну да, как уже говорил, то, что он является базовым кикбоксером, поэтому подготовка идет с упором, ну, с учетом этого. Как-то так. Ну, наверное, вопрос вам обоим, да? Чем планируется заняться после завершения карьеры? Очень много чего. На что потянет, на то и пойдем. Есть какие-то планы? Ну, пока не планируется заканчивать карьеру, поэтому потом уже видно будет. Хорошо. Иван, вопрос. Какие ближайшие бои, возможно, увидят якутяне, которые пройдут на аренах Якутска? На аренах Якутска вот наш турнир, который 20 июля пройдет, а потом в скором, недалеком будущем Борис Федоров у нас на большой арене выступит в России там, на международном турнире. Он в данный момент находится на сборах. А потом еще после Бориса Федорова дальше идет Узаира Дураков. Вот. Скорее всего, на Кавказе будут драться. Потом и уже все по порядку. Ребята все готовятся нормально. Спасибо большое за то, что подошли к нам сегодня в это раннее утро. Хочется пожелать удачи бойцам и в первую очередь победы. Ну а зрителям интересных схваток, которые пройдут в эту субботу в 50 лет Победы. На этом все. Всем хорошего дня. Одевайтесь потеплее. В Якутске достаточно прохладно.